Доброе утро, дорогая республика! Мы приветствуем вновь всех наших любимых телезрителей на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Вы смотрите «Утро Якутии». Сегодня четверг, 19 октября, и мы, как всегда, рады тому, что именно вы просыпаетесь с нами. И начнем мы наш эфир с приятной, такой очень красивой новости. На Колыме в последние дни утро по-настоящему сказочное. Местные жители восхищаются инеем, который преобразили все вокруг. Деревья и трава стали будто кружевными и воздушными. Давайте вместе посмотрим на эту красоту. А ждать ли нам волшебного снега и жителям других районов, узнаем прямо сейчас. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 7 градусов. В заречной группе 6-8 градусов со знаком минус. В южных до 5 градусов мороза. В Вилийской группе 7-6 градусов, в Нижнеленских до минус 11. В западных 8-4 ниже 0. В Колыман-Дигирской группе улусов ожидается до минус 20, в Янских районах 16-11 ниже 0, на северо-западе до минус 10. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 7 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем небольшой снег. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 3 градусов. Роняет лес багряный свой убор. Сребрит мороз увянувшее поле. Проглянет день, как будто поневоле, и скроется за край окружных гор. Именно в этот день, в далеком 1825 году, известный поэт Александр Пушкин написал эти строки. И как же актуальны они по прошествии почти 2 столетий. Ведь в это самое время года мы так часто, увы, бывает, хандрим. Но «Утро Якутии» желает всем нашим телезрителям всегда быть в хорошем, позитивном настроении. Поэтому просыпайтесь с нами, ну а мы постараемся сделать ваш день радужнее и краше. На календаре 19 октября. Сегодня отмечается Всероссийский день лицеиста. По народному календарю сегодня Фомин день. В этот день отмечается память святого Фомы, одного из 12 апостолов. Он жил в Галилее и занимался рыбной ловлей, пока не услышал однажды проповедь Христа, которая побудила его бросить дом и присоединиться к Иисусу в его странствиях. Вскоре он был избран в число ближайших учеников. На Фому наблюдали приметы погоды. Если день выдавался безветренным, это предвещало скорейшее похолодание. Говорили также, что в этот день по небу плывут последние кучевые облака. В этот день, в 1097 году, на Совете князей в Любиче узаконено разделение Руси на удельные княжества. В 1941 году в Москве объявлено осадное положение. Государственный комитет обороны принял постановление, которым с 20 октября 1941 года объявлялось осадное положение в Москве и прилегающих к городу регионах. Постановление, в частности, предписывало нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте. В 1943 году в этот день открыт антибиотик стрептомицин. В 1956 году подписана совместная советско-японская декларация о прекращении войны и восстановлении дипломатических отношений. В декларации предусматривалось, что в короткие сроки между СССР и Японией начнутся переговоры о заключении договоров или соглашений по вопросам торговли и торгового мореплавания.
Одновременно с декларацией вступят в силу Конвенция о рыболовстве и Соглашение о спасании людей, терпящих бедствия на море от 14 мая 1956 года. В 1960 году начало экономической блокады Кубы. Правительство США ввело эмбарго на торговлю с Кубой. Американское правительство объявило о полной экономической блокаде Кубы, прекратив все операции по фьючерсным контрактам на поставку нефти новому коммунистическому строю и экспорту сахара. Срыв этих долгосрочных договоренностей принес обеим сторонам огромные потери. Каждый последующий президент США добавлял свои декреты или законы по ужесточению эмбарго. В этот день родились Умберто Баччони, итальянский художник, скульптор и теоретик футуризма. Александр Галич, советский поэт, сценарист, драматург. Жанна Болотова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Вероника Кастро, мексиканская актриса, певица и телеведущая. В 1970 году дебютировала как актриса кино. С выходом в свет сериала «Богатые тоже плачут» Вероника стала знаменитой. Роль Марианны принесла ей успех мирового масштаба. Эвандер Холлифилд, американский боксер, многократный чемпион мира, призер Олимпийских игр. Холлифилд – единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе и единственный в истории профессионального бокса, кому удавалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в 2 весовых категориях. Именины сегодня отмечают Иван, Макар, Никанор и Фома. Ну а какие события происходят к этой минуте в Якутии и за ее пределами, узнаем в свежем информационном выпуске наших коллег. Доброе утро, Якутия. Коротко о главных событиях к этому часу. Выдачи льготной ипотеки в сентябре достигли максимальных значений за всю историю существования льготных ипотечных программ, несмотря на ограниченное предложение на фоне повышения минимального взноса с 15 до 20%. По данным Банка России, темпы роста ипотеки ускорились с 2,8 до 3,7% за месяц к месяцу. Число выданных ипотечных кредитов на вторичное жилье увеличилось на 17,7%, а количество ипотечных кредитов по договорам долевого участия на 48% месяц к месяцу. Что касается ипотеки на новостройки, то здесь основным фактором роста стали льготные ипотечные программы. Выдачи по ним составили 60% от всех выдач ипотеки. В декабре текущего года планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию последнего объекта по программе Федерального фонда и единственного на сегодняшний день включенного в единый реестр проблемных объектов в республике жилого дома по улице Автодорожная, 19Б. Застройщик банкрот компании «Монолитстрой» в 2017 году заключил 112 договоров участия в долевом строительстве со 165 гражданами. Права пострадавших граждан-участников долевого строительства будут полностью восстановлены до конца этого года. Все получили стресс. И даже я думаю, что некоторые даже пожилые люди даже квартиры их не увидят, потому что у некоторых уже ушли в иной мир. Это стресс, поэтому отчаяние, очень было отчаяние. Эти 3 года жили как бы между небом и землей. Некоторые даже квартиры снимали, некоторые бесквартирные были. И поэтому я хочу сказать, что мы до этого дошли. Это очень большое спасибо, кто нас поддержал, бесструнное правительство, Александру Николаевичу, стройиндустрии, который нам помогает. Эмоций очень много, но я много сказал. Но вот он стоит. Радуемся. Спасибо. В период межсезонья на переправе Якутск-Нижний Бестях будут курсировать 26 судов на воздушной подушке. Во время шуги или достава начнут ездить аэроботы. Стоимость за одну поездку составит от 2000 рублей. Суда будут курсировать с 7 утра до 6 вечера по мере наполняемости без расписания. В стенах Якутского сельскохозяйственного техникума проходят курсы повышения квалификации с 11 по 20 октября. Курсы проходят 10 преподавателей и мастеров производственного обучения из Амурского аграрного и Амурского казачьего колледжей. Преподаватели обучат практическим навыкам работы на современном оборудовании на базе современных мастерских и стажировочных площадках по направлениям ветеринария и агрономия. Стажировка проходит в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет». Мы будем определять сроки стельности коровы, положение плода, если он присутствует уже, после чего перейдем в лабораторию уже другую, где будем определять плотность молока, качество молока, определять овощи на нитраты и нитриты,
Мы приехали в составе 10 человек, я имею в виду с Амурской области, да? 9 человек – это Амурский аграрный колледж, 1 человек из Казачьего колледжа. Преподаватель ветеринарии и преподаватель агрономии. Первый в регионе чемпионат по креативным индустриям «Аяр Устар», что в переводе с якутского означает «творящие мастера», прошедший в Якутске с 10 по 15 октября, планируется проводить ежегодно. Об этом сообщила директор колледжа креативных индустрий Елена Яковлева. Соревнования в этом году прошли по компетенциям цифровой модельер, дизайн модной одежды и аксессуаров, графический дизайн, фото, анимация, веб-технологии, разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений, 3D-моделирование для компьютерных игр, технологии моды и ювелирное искусство. В ходе чемпионата была принята резолюция об учреждении профессионально-образовательного кластера по искусству и креативным индустриям Якутии. Несмотря на предупреждения о рисках и призывы быть бдительными, якутяне продолжают обогащать мошенников и теряют сотни, а порой даже миллионы рублей. Преступники, в свою очередь, не останавливаются на традиционных схемах, а меняют их, комбинируют, придумывают новые ловушки для доверчивых граждан и пополняют свои кошельки. О том, что новое изобрели аферисты, мы поговорим с гостем нашей студии. Это управляющий отделением Банка России по Республике Саха-Якутия Антон Коноплев. Антон, здравствуйте. Доброе утро. Антон Анатольевич, расскажите, какие новые схемы придумали мошенники, да, потому что мы, как сказать, вот уже говорили об этом, да, что не стоим на месте, постоянно какие-то новые идеи возникают. Да, к сожалению, мошенники не стоят на месте, они находят все новые и новые способы. Ну, схемы на самом деле достаточно старые, да, они прикрываются именем Центрального банка, входят в доверие гражданам и, значит, их обманывают. Как эта схема работает? Если раньше мошенники представлялись сотрудниками Банка России, направляли фальшивые удостоверения, никакие удостоверения сотрудники Банка России не направляют никому, то сейчас они внесли некоторые изменения в эту схему. Также выходят на контакт, связываются с гражданином, говорят, что нужно защитить его деньги. И здесь я хотел бы добавить, что мошенники используют всего два момента, две эмоции каждого человека. Это страх потерять свои деньги, то есть вызвать страх у человека, и желание заработать быстро и много. И вот на этих двух моментах, да, они играют как на струнах. Так вот, они вызывают в данном случае страх, говорят, что деньги человек может потерять, и предлагают перевести деньги на защищенные счета. А после этого, вот новое здесь, да, прийти в Центральный банк, где ему вернут эти деньги с защищенного счета Центрального банка. Хочу сразу сказать, что никаких защищенных счетов в Центральном банке не существует. Вообще такого понятия не существует, защищенный счет. Все счета – это чьи-то счета. И ваши деньги хранятся на вашем счете. А если они с этого счета уходят, они становятся чьими-то деньгами. Вот это надо четко себе понимать. Так вот, новость в этой схеме, что от имени Центрального банка приходит сообщение, что вы записаны на личный прием. Это действительно так, потому что Центральный банк проводит личный прием, и такие сообщения могут приходить. Но поскольку мошенник позвонил вам на телефон, и вы уже начали с ним диалог, он этот телефон оформляет в заявку на личный прием. Собственно, новизна этой схемы в этом, да, что подключаются реальные инструменты Банка России для связи с населением. То есть вот, наверное, и на это многие обращают внимание, да, и думают, ну раз на личный-то прием пригласили, значит, все работает, да? Совершенно верно. Прикрываясь вот, именем мегарегулятора, прикрываясь выстроенными нами механизмами связи с населением, да, это вот организация личного приема, это онлайн-запись, для удобства, опять же, граждан, да, вот этим мошенники воспользуются. То есть они вот это новое, что добавили в схему. А если говорить о статистике, да, то есть раньше все-таки более такими доверчивыми, да, пострадавшими людьми были все-таки люди пожилого возраста. Сегодня мы видим, что немножечко вот эта публика, она поменялась, да? Да, здесь происходят некоторые изменения. По статистике, которую ведет наше Министерство внутренних дел, они ее публиковали, большей частью пострадавших это работающие граждане от 30 до 49 лет. То есть люди, которые уже работают, имеют определенные накопления, которые беспокоятся о них, это совершенно справедливо, которые вот сначала беспокоятся, чтобы не
защитить их, да, и в то же время пытаются эти накопления приумножить, вложив в какие-то другие инструменты финансового рынка. Инструменты-то существуют, но вкладывать их надо значит, через лиц, которые официально занимаются подобной деятельностью. Список этих лиц можно узнать на сайте Банка России. Вот действительно, сегодня очень много пострадавших, это совершенно грамотные и образованные люди, но все равно какие-то вот находят мошенники уловки, да, и получается, что даже такая группа людей могут ошибиться. Ну да, потому что человек склонен все-таки беспокоиться о своих. Вот он работал, накопил какие-то, сделал накопления, и тут вот, значит, вдруг вот они могут быть потеряны. Я хотел бы обратиться ко всем гражданам нашей республики и ответственно сказать, что никаких защищенных счетов нету. Если вы не сообщаете персональные данные, не сообщаете коды доступа к своим счетам, ваши деньги надежно защищены в кредитных организациях. Это совершенно точно. А вот, как показывает практика, 99% случаев люди сообщают свои персональные данные. Несмотря на всю вот профилактическую работу, да, о которой мы говорим вот даже в рамках нашего прямого эфира. Да, мы стараемся разъяснять в личных беседах, выступая на телевидении, на радио. Вот коллеги с прокуратуры, с Министерства внутренних дел проводят аналогичную работу, кредитные организации проводят аналогичную работу при личных встречах, да. Но люди вот находятся почему-то под влиянием мошенников. Самое простое, что можно сделать в этом случае, значит, это не общаться с такими людьми. Да. Как их распознать? Когда с вами начинают говорить о ваших деньгах. Что счет, что деньги в опасности, что вот вы можете их потерять. Вот в этом случае однозначно перед вами мошенники. Потому что все-таки банки не будут звонить и предлагать такие условия, да? Спасите свои счета, да? Да, банки, если и звонят, то они звонят и предлагают, ну, там, получить кредит какой-то, да, но они никогда не говорят, что ваши деньги в опасности. Это совершенно точно. Это точно. На самом ли деле в Банке России существует общественная приемная, да, куда могут записаться любые граждане? Да, общественная приемная существует, мы уже упоминали про это. Записаться можно либо онлайн в интернет-приемной Банка России, либо по горячему номеру до 8 800 300 30 00. По этому номеру можно записаться на личный прием. А с какими вопросами вот можно подойти к вам? Ну, там есть некий перечень, если через интернет-приемный, то там есть некий перечень вопросов, по которым можно выбрать примерно со своим заявлением. Но, конечно, это должно касаться финансового рынка, участников финансового рынка, денежных отношений. Вот мы сейчас, да, видим, как работает система, да, у нас в республике. А вот, Антон Анатольевич, а скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, основные, да, вот какие, ну, правильные такие нужно понимать понятия, да, чтобы все-таки не попасться на уловки мошенников? Ну, то есть это вот первые слова, да, внимательно обратить внимание. Если все-таки завязался разговор, если все-таки уже сделал первый шаг, допустим, да, уже пошел, снял свои денежные средства, здесь как, может быть, в этот момент в какой-то есть такие вещи, на которые стоит обратить внимание? Совершенно разные случаи люди попадают. Первое, это, конечно, вот как только заговорили о деньгах, об опасности для ваших денег, это, ну, 100% мошенники. Практически проверено. Вот все случаи, с которыми я общаюсь, да, рассказывают, люди, даже придя в кредитную организацию, вот что самое обидное в этой ситуации, люди не просто свои на заработанные деньги теряют. Ну, такое бывает, да, ну, потерял деньги. Но они берут кредит и остаются должны кредитным организациям. Те-то, в общем-то, ни при чем, это твое решение. И вот в этом случае человек, приходя в банк оформлять кредит, он не слушает работников кредитной организации. Они убеждают его, может быть, вы под давлением, может быть, вы под влиянием. Человек вот... Как зомбированный. Как зомбированный, да. Я вот второй, это все-таки прислушиваться к предложениям и к вопросам работников кредитных организаций. Я вас уверяю, у них нет никакого умысла, значит, нет, вас обмануть, да, в первую очередь, да. Выдача кредитов – это основная функция кредитных организаций, поэтому это их бизнес, да. Надо понимать, что это нормальная работа кредитной организации, выдача кредитов, но они никогда не будут это осуществлять для того, чтобы вот чтобы вы оказались в мошеннической схеме. Это точно. Вот я встречаюсь со всеми
они все утверждают, что так не делают. Так не делают. А на вашей памяти вот максимальная сумма, да, вот такого мошеннического обмана на данный момент на территории нашей республики, ну вот это миллионы. Это миллионы. Ну, я затруднюсь ответить. Вот я все-таки это в Министерстве внутренних Да, дел, да. куда пишут заявления наши пострадавшие граждане. Но суммы встречались ли 7, и 8, и 9 миллионов. Вот это вот то, что проходило вот в открытом доступе в прессе. То Ну, есть это я... миллионы рублей. Это надо понимать, что очень страшное дело. Страшное дело. Но я надеюсь, что благодаря нашей утренней беседе, возможно, многие из наших телезрителей сегодня вновь задумаются об этом. И в следующий раз, когда вдруг вам позвонят мошенники, просто вспомните нашу беседу сегодня. И если вы слышите те самые заветные слова, что ваши деньги в опасности, сразу можете класть трубку, потому что действительно это вот первый звоночек. Будьте бдительны и берегите себя и своих близких. Я тоже на это очень надеюсь. Спасибо большое. Мы надеемся, что все-таки таких случаев будет становиться все меньше и меньше, но в конце концов мы просто от этого избавимся. Очень хотелось бы так, чтобы так было. До свидания. Спасибо. Таких сложных и тревожных тем мне всегда хочется съесть, чего-то сладкого. Я не знаю почему, но, по крайней мере, у меня так. Говорят, что так организм защищается от негативной информации. Даже диетологи советуют не отказываться от лакомств. Их просто употреблять нужно в умеренных количествах и желательно в первой половине дня. К чему я обо всем этом? Просто хочу подвести к теме нашего следующего сюжета о популярных конфетах «Птичье молоко». История его появления и процесс производства узнали наши коллеги. История появления птичьего молока в нашей стране датируется 1967 годом. Тогда коробки с конфетами с таким чудным названием в Москву из Чехословакии привез министр промышленности и раздал их в конфетные фабрики, чтобы они попробовали сделать нечто подобное. Даже объявили всесоюзный конкурс, который выиграла кондитер из Владивостока Анна Чулкова. С тех пор по ГОСТовскому рецепту конфеты «Птичье молоко» выпускаются по всей стране и полюбились многим. Татьяна Пшенникова – потомственный кондитер. Сегодня руководит цехом, где готовят якутское птичье молоко. Производственный процесс знает на зубок. У нас 3 вида начинки. Суфлейная, да, это суфлейная начинка ванильная, лимонная и шоколадная, да. Технологический процесс производства: уваривается агар-сахаропаточный сироп, отдельно взбиваются яичные белки до увеличения в объеме, остужается сахарный сироп наш и вливается медленной струйкой в взбивальную машину, после чего набивается до пышных пиков, да, и добавляется сливочное масло, сгущенное молоко, лимонная кислота и ванилин. А после того, как оно выстоялось у нас, мы полностью подаем его на нарезку. Далее к процессу подключается другой кондитер, который нарезает пласты суфле на брусочки. Если приготовлено все строго по рецептуре, то суфле получается вот таким мягким и легко режущимся. Автоматизированный процесс подачи полуфабрикатов упрощает и убыстряет процесс приготовления конфет. После глазировки выходят на ленту охлаждающего конвейера. Завершающий этап – сортировка и упаковка готового изделия. Это желтый, через какое-то расстояние выйдет белый, потом через какое-то будет коричневый. Поэтому укладчик-упаковщик раскладывает в разные коробочки. Один вид, 6 коробочек подходит. Якутское птичье молоко, благодаря своей натуральности и строгому соблюдению рецептуры, уже давно стало брендом региона наряду с рыбой, жеребятиной и другими деликатесами. Выражение «птичье молоко» появилось с подачи древнегреческого комедиографа Аристофана, в одной из комедий которого хор пернатых пытается перехватить власть у богов, и за это поклонение людям обещают птичье молоко, чтобы они насладились доселе неизведанным счастьем. Суфле у конфет действительно очень вкусное и нежное, правда, похожее на молочную пенку. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск.
Если остановить на улице любого далекого от музыки человека и задать ему вопрос, чем рок-н-ролл отличается от вальса, то человек явно выпучит глаза и ответит «всем». А чем все-таки конкретно? Прежде всего, это, конечно, темп и ритм. А кто в ансамбле отвечает за темпоритмы? Еще один вопрос. От кого в первую очередь зависит зрительский настрой? Впадут ли зрители в элегическое настроение или потянутся танцевать? Вы уже, наверное, догадались, что, конечно, это все зависит от барабанщика. Барабаны – это сердце любого ансамбля, и сердце это обязано биться надежно и ровно. Сегодня с представителем этой профессии мы познакомимся более подробно. Я работаю преподавателем в музыкальном колледже, старший преподаватель Высшей школы музыки. Я работаю в театре оперы и балета, в симфоническом оркестре, концертмейстер группы ударных. Концертмейстер – это тот, который руководит группой, то есть он занимается, отвечает за качество выученных партий, то есть он должен следить, чтобы музыканты группы учили партии. В каких-то произведениях, может быть, 6 человек участвует, в каких-то 2. Вот распределение, кто регулируется, такой регуляцию называют, это тоже концертмейстер. Но в основном, конечно, творческие заботы у концертмейстера. Мой старший брат играл в какой-то группе, там мне это очень нравилось. На него смотрел, и мне тоже очень сильно хотелось. Мне нравилась музыка, да. Я пришел в музыкальное училище, проучился здесь, 4 года закончил. Пока учился на 4 курсе, я прослушался в симфонический оркестр, театр оперы и балета. И вот с тех пор давних я там работаю. Судьбоносный момент, я считаю, что это мое поступление на Сибирскую консерваторию, потому что мой педагог оказал на меня большое влияние, что такая выдающаяся личность, блестящий педагог, блестящий музыкант и замечательный человек. У нас основных инструментов 6 вот в классе, вот даже в этом. Это маримба, вибрафон, ксилофон, литавры, малый барабан, ну и ударная установка, наверное, еще. На каждом инструменте надо уметь играть. Потом для большинства инструментов написаны концерты. Для маримбы с оркестром, для литавра с оркестром, вибрафона, ксилофона, для смешанных инструментов. Репертуар сейчас гигантский, ударные инструменты развивается. Но сила воли должна быть достаточно такая, потому что инструментов много, и это все, в общем-то, довольно быстро наваливается на исполнителя. Конечно, сложновато. Но постепенно начинаешь привыкать к такому большому набору, и практически на каждом экзамене приходится играть программу, ну, как минимум, наверное, 4-5 пьес на разных инструментах. Поэтому вот сложность в этом. Те, кто работает в опере и филармонии, да, это все мои бывшие студенты. Они у меня учились и закончили. Ну, кто-то еще учится, продолжает. Гордитесь ими? Ну, есть чем гордиться, да. Хорошие ребята, талантливые, хорошо играют, профессионально, самое главное. Музыка – это, наверное, жизнь, часть жизни, потому что без музыки, ну, мне, по крайней мере, очень тяжело, сложно. Я люблю музыку, люблю заниматься, люблю играть, люблю слушать талантливые оркестры, смотреть на талантливых дирижеров, находить какие-то талантливые произведения для ударов, ну и вообще просто на концертных площадках слушать, это очень интересно. Все-таки классическая музыка такая вещь, которая способствует развитию разных качеств хороших у человека. Вообще всем людям очень полезно ходить на концерты. Увлекательно, интересно. У нас в театре сейчас новые премьеры будут, поэтому я приглашаю всех в театр оперы и балета. Приходите. С понижением температуры на улице у садоводов начинается горячая пора подготовки своих растений к зиме. Как правильно уложить свои многолетники, чтобы весной они снова радовали нас своими пышным цветением? Об этом расскажем в следующем сюжете. Каждое растение необходимо подрезать так, чтобы остались лишь стебли высотой не больше 10 сантиметров. Так мы обезвредим растение от болезнетворных микробов, да и ранней весной цветок быстрее выпустит новые почки. Обрезке подлежат пионы
Ирисы, лилейники, ну, многие растения обрезаем их. Особенно обрезать все листья и стебли нужно у инорайонных растений, которые в октябре-ноябре в своих более теплых широтах еще вовсю цветут. А у нас-то зима совсем близко. Во-первых, обрезаем их, потому что мы им даем информацию, что нужно подготовиться к зимовке. И еще обрезаем мы эти растения, чтобы болезни не распространялись или вредители там не зимовали. В ботаническом саду Северо-Восточного федерального университета произрастает огромное количество декоративных, экзотических, многолетних растений. И все нужно успеть подготовить к морозам. Так, мы обрезаем пиончики наши. Во время обрезки необходимо позаботиться о будущем питании цветов, как только они проснутся весной. Можно использовать любые комплексные удобрения. А потом, когда наступят устойчивые морозы, земля примерзнет где-то 3 сантиметра, да, мы их укрываем. Если мы раньше укроем, то она пойдет в рост. А можно еще перед этим присыпать комплексным удобрением, чтобы весной, когда растает снег, вместе с водой, таянной водой, она ушла. Можно использовать золу. Также мы действуем с лилиями, с ирисами, лилейниками и множеством других растений. Второй этап, самый важный. Каждый цветок необходимо укрыть, как только дневные температуры станут минусовыми. Если еще днем сохраняется плюсовая температура, растение зацветет, и его снова придется подрезать. Укрываем сеном мы, чтобы она зимовала в наших условиях. Растения вот так укрываем. Под таким одеялом из сена или еловых веток или ультрасила растение прекрасно перезимует в наших условиях, а через много лет постепенно привыкнет к новому месту жительства и перестанет бояться крепких морозов. Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Пусть мама придет». И сегодня вы познакомитесь с 10-летним Ильей. Он мечтает стать полицейским. И мы очень надеемся, что его мечта сбудется, ну а также он приобретет свою настоящую любящую семью. Знакомьтесь, Илья. Ему 10 лет. Находится сейчас на адаптационном периоде, пока таковых увлечений у него еще не прослеживается. По характеру Илья добрый, отзывчивый. Я люблю заниматься всякими подделками, которые меня очень радуют. Я играю в мотоцикл, чтобы мотоциклы защищали. Это егошняя база. А это егошнее оружие, чтобы когда кто-то идет, они сразу стреляли в него. И чтобы, если они даже сломают эти, то все равно вода здесь, и они не смогут пройти. А защита у него крепкая, из кирпичей. Вот этот пистолет сам сделал, да? Да. Вот расскажи, как ты сделал. Мне сперва я сделал в гараже его. Выпилил, вот так вот сделал, мне помогали. Потом я его принес сюда. Обычно без вот этих, просто он был таким. Я его там вот так подточила, чтобы он был вот таким вот. И потом я пришел в этот где там все лепят, делают все. И там я уже это все начал делать. Мне показали, как я выжег. Ты у нас вырастешь и станешь? Стану полицейским. Полицейский? Да. А почему полицейский? Потому что мне нравится их форма и машины с мигалками. Илья доброжелательный, открытый и искренний мальчик, и он очень нуждается в семье.
Падение на скользком тротуаре – ситуация не безобидная. Порой она может закончиться растяжением связок или даже переломом. А впереди сезон снежный. И, соответственно, об этой теме мы хотели бы сегодня поговорить. О профилактике травм мы говорим именно в этом эфире заведующей поликлиническим отделением травматологии и ортопедии Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Марии Павловой. Мария, доброе утро. Доброе утро. Ну, конечно, давайте поговорим для начала о профилактике травм, да, потому что мы уже видим, у нас такой снег уже выпал основательно, да, минусовая температура, и, соответственно, наверное, уже есть случаи, да, переломов и растяжений. Вот все-таки о профилактике. Что нужно сделать, чтобы обезопасить себя на скользкой дороге? По поводу гололеда. В условиях гололеда уличный травматизм возрастает в 2 и более раз. В основном с 5 октября к нам обратилось 636 человек по поводу уличных травм. Из них 192 человека по поводу травм в результате гололеда. Основными причинами падения являются вовремя неочищенные дороги, наледь и плохо освещенные улицы. Чаще всего травмы получают люди трудоспособного возраста. Мы оказываем экстренную медицинскую помощь и при необходимости направляем на стационарное лечение. Какая профилактика падений? Вообще считается, чаще всего спрашивают вопросы, как правильно падать. Это такой спорный очень вопрос, потому что, я отвечу так, правильно падать – это не падать. Но все-таки, если затрагивать эту тему, можно разобрать 3 основных вида падения. Это падение вперед, падение назад и падение на бок. Падение вперед. При падении вперед что вообще нужно, как нужно сгруппироваться? Но зачастую, наверное, когда ты падаешь вперед, ты выставляешь руки. Вот это самая главная ошибка большинства людей, потому что падение на вытянутые руки в 100% случаев ведет к переломам на уровне запястья, так называемые переломы лучевой кости в типичном месте. Так, а как тогда падать? Лицом? Нет, нужно сгруппироваться, согнуть руки в локтевых суставах и упасть на в таком положении. Вот так? Да, тем самым вы предотвращаете, точнее не предотвращаете, а снижаете силу удара. Это как бы производите амортизацию. Далее самыми опасными падениями считается падение назад. Назад. Да, так как они бывают причинами очень тяжелых травм. Поэтому при падении назад что вообще рекомендуется? Это падение сплошмя, с широко расставленными руками. Ни в коем случае не стоит упираться на локтевые суставы, так как тоже ведет к травмам. То есть просто вот руки расставить, широко расставить и падать. Нет, а голову ни в коем случае назад откидывать не стоит. На голову наоборот да, сюда. Наоборот, нужно привести к груди, потому что падение на голову ведет к травмам головы и шейному отделу позвоночника. Если мы падаем на бок? На бок падение считается самым таким благоприятным, если уж смотреть именно по падениям. Нужно сгруппироваться, согнуть ноги в коленных суставах, руки в локтевых суставах, прижать руки, ноги к туловищу, опять же голову к подбородку и стараться упасть не на плечо, а именно на предплечье, потому что падение на плечо также ведет к перелому плечевой кости, к различным травмам. Ну, знаете, вот теория, она все-таки остается теорией, да, вот мы вроде говорим и все понимаем, но когда это происходит с тобой, да, это же все буквально в течение нескольких секунд, и сообразить здесь, а самое главное сгруппироваться, бывает очень сложно. В этом случае, наверное, многие бдительные люди, они покупают обувь, то есть обращают внимание на обувь. Сейчас вот есть у нас разная обувь, да, то есть специальная подошва есть, да, а еще есть даже специальные насадки такие, да, которые выглядят как такие когти, и это помогает все-таки? Вообще во время гололеда нужно использовать удобную обувь на плоской подошве, избегать обуви на каблуках. Обувь должна быть с хорошей протекторной, не скользящей обувью. Конечно же, можно пользоваться дополнительными средствами, как вот эти вот шины всякие, шипы. И также у людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата не стоит пренебрегать средствами опоры, как трость. Вот мы сейчас видим кадры, да, очень сложно ходить, но все-таки, если вдруг, случилось с тобой, да, упал, дальше здесь что? Вскочить, бежать, кричать о помощи. Вот самая большая ошибка многих людей, почему-то у нас считается зазорным упасть. И все, кто упал, стремятся быстро вскочить, да, чтобы никто не заметил, чтобы никто не заметил, быстренько тряхнуться и идти. На самом деле так себя вести не стоит. Нужно как-то медленно встать, подвигать руками, подвигать ногами, понять, есть ли боли, есть ли ограничения движения, возможно, деформация какая-то есть. И если есть невозможность опоры на конечности, тогда уж точно обращаться в медицинские учреждения.
злоупотреблений и не заниматься самолечением. Самолечением нет. А если все-таки мы стали свидетелем, что человек упал и лежит, допустим, и говорит о том, что у него болит рука или нога, мы должны оказывать первую помощь или все-таки нужно вызвать специалиста? Вообще очень большая проблема нашего общества – это равнодушие. У нас есть очень много случаев, когда люди получили травмы и на протяжении достаточно длительного времени ожидают помощи именно прохожих. Поэтому вообще, обращаюсь к прохожим, если вы вдруг стали свидетелями получения травмы, не нужно проходить мимо, обязательно подойдите, спросите, нужна ли помощь человеку. Иногда бывают такие ситуации, когда человек оказался без связи, по разным причинам, и поэтому, конечно же, помощь будет только на прохожих. Но самостоятельно ничего щупать, трогать и поднимать его нежелательно? Не нужно его тоже, опять же, резко поднимать, пытаться перетащить на какую-то местность. Нужно посмотреть, если, допустим, имеется повреждение нижней конечности, можно смонтировать шину своими руками, шарфом или еще что-нибудь перевязать. Но ни в коем случае не нужно снимать обувь, пытаться поправить конечность, если она видимо деформирована, и вызвать медицинское учреждение, точнее обратиться в медицинское учреждение. Вот, допустим, мы все-таки все пережили, можно сказать, пандемию, да? А могут ли последствия коронавирусной инфекции обострить заболевания опорно-двигательной системы? Да, к сожалению, сейчас очень большое обращение пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, которые после перенесенной ковида обращаются с обострениями заболеваний. Перенесенная инфекция, она как бы убыстряет процессы. То есть есть такая статистика, да? Есть такая статистика, и сейчас этим занимаются. А если взять статистику для жителей Севера, у нас показания именно по заболеванию опорно-двигательного аппарата, они выше, ниже, чем в среднем по России? С учетом тяжелого климата и тяжелого физического труда, жители Севера, они предрасположены к деформирующим остеоартрозам коленных суставов, тазобедренных суставов, локтевых суставов. И, естественно, также большую роль играет то, что вовремя не обращаются за медицинской помощью. И здесь возникает сразу вопрос, а какие самые частые травмы у северян именно? Но именно у северян, я не скажу, вообще в общем приведу то, что самые частые травмы, особенно при гололеде, это при падении на вытянутые руки, переломы костей, запястья, это переломы лучевой кости, также переломы на уровне лодыжек во время подворачивания стопы. И самые тяжелые травмы у возрастных групп – это переломы проксимального отдела бедренной кости. Да, действительно, мы, наверное, многие, может быть, у близких или сам все-таки сталкивались с этими проблемами. И тогда ваши пожелания, Мария Валентиновна, нашим телезрителям? Не нужно забывать, что, конечно, от тяжести травмы бывает различный восстановительный период, но в основном он занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Но никакая травма не проходит бесследно. Поэтому нужно следить за своим здоровьем, быть предельно аккуратными на дорогах и соблюдать правила гололеда. Спасибо большое, Мария Валентиновна. Я надеюсь, ваши полезные советы сегодня услышали многие жители нашей республики. И сегодня, дорогие друзья, не забывайте о том, что снег у нас выпал. У нас уже минусовая температура, гололед, поэтому будьте аккуратнее. И самое главное, запомните 3 этих правила падения. Все-таки никто от этого не застрахован, лучше быть вооруженным. А мы сейчас передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро. Далее блок новостей. Депутаты Госдумы планируют обсудить с правительством возможность расширения перечня целей, на которые можно потратить средства материнского капитала. В частности, парламентарии предлагают позволить направлять деньги на сертификаты на дорогостоящее лечение матери и ребенка. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Цитата: «Мы уже предлагали правительству разрешить оплачивать за счет средств материнского капитала дорогостоящее лечение. Но, к сожалению, не смогли получить на эту инициативу положительный отзыв. Попытаемся ее доработать и зайти с ней еще раз», — сказала депутат. По словам парламентария, с одной стороны, лечение, в том числе дорогостоящее, можно получить через систему УМС. Однако иногда на это требуется больше времени.
В перинатальном центре выписали новорожденных. Торжественное мероприятие было приурочено к Республиканскому дню матери и Всероссийскому дню отцов, который отмечается в третье воскресенье октября. Именно в этот день родились малыши, которых выписали накануне. 12 детей, из которых 6 мальчиков и 6 девочек. Мамам накануне вручили первые документы их новорожденных детей. Это свидетельство о рождении, также сертификаты «Дети столетия». Кроме того, многодетным семьям вручили удостоверение о многодетности. В этот раз у нас родилось 12 детей, да? Из них 3 мамы – это первые роды. То есть они только впервые почувствуют, что это такое, какие заботы, да, возможные будут. Все остальные мамы повторно родящие, они уже знают, сколько труда, сил, надо от самоотверженности вложить в воспитание этих детей, да? И все равно они на это решились. Мы хотим им сказать спасибо большое, мы благодарны за то, что выбрали наш перинатальный центр. В Якутии подводят итоги сбора урожая сельхозкультур. По данным Сахастата, на 1 октября хозяйства всех категорий республики намололи 107 тысяч центнеров зерна, что 16,2% больше, чем в минувшем году. Убрано более 79% всех посевов зерновых культур, собрано 632 тысячи центнеров картофеля, что на 12,7% больше, чем в прошлом году. Валовый сбор населения увеличился на 24,3%, убрано 98,1% всех посевов картофеля. Собрано 183 тысячи центнеров овощей, что на 18% меньше, чем в прошлом году. Старший лейтенант полиции Семен Дьяконов из Мегино-Кангаласского района стал победителем регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2023». Он представит Якутию в финале конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября. Во втором этапе конкурса участвовали 9 участковых уполномоченных полиции из разных районов республики. В финале республиканского этапа голосования за звание народного участкового боролись майор полиции Даньяр Папашев из Якутска, капитан полиции из Мирного Евгений Базаркин и участковый уполномоченный полиции, представляющий село Павловск Мегино-Кангаласского района, старший лейтенант полиции Семен Дьяконов. На 2 площадках Национальной библиотеки 7 ноября с 11 часов якутяне напишут большой этнографический диктант. Международная акция «Этнографический диктант» пройдет в отделе документальных фондов и досуговой зоне. Это основное здание на 2-м этаже. Всем участникам по окончанию диктанта выдаются сертификаты. Большой этнографический диктант – культурно-просветительское мероприятие, которое позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности. Это были все новости к этому часу. До новых встреч! Сегодня не каждый мужчина утром думает о том, как же завязать ему галстук. Ведь многие компании отказались от официального стиля в одежде. Но если вы ходите на работу в костюме, то этот аксессуар вам обязательно прям прописан. Уметь правильно завязать галстук важно не только для работы. Если вы, допустим, захотите пойти в театр или ресторан, неудобно заявляться туда в джинсах и футболке. Подобные места требуют соответствующей одежды. Способов завязывания узла насчитывается более 85, но пользуются популярностью лишь некоторые из них. Сегодня мы покажем вам самый легкий узел, с которого можно начать процесс знакомства с галстуками. Обернуть галстук вокруг шеи швом наружу, чтобы широкая часть была с правой стороны, а ее край ниже узкой. Широкий конец аксессуара перекинуть правой рукой через узкий. Пропустить широкую часть под узкую, снова взять в руки широкую и провести с правой стороны на левую, тем самым оборачивая узкую часть. Продеть широкий конец в ворот галстука наверх. Не затягивая узел, создать левой рукой небольшую петлю на передней части узла. Правой рукой продеть широкую часть в петлю спереди. Не туго затянуть узел и поправить при необходимости. Вот и все. И напоследок еще пара советов. Стилисты утверждают, что по правилам галстук должен достигать ремня. Для зимних и осенних образов лучше подходит галстук из шерсти или тяжелого шелка, а для весенне-летних – хлопковые или льняные ткани. А впереди нас ждут долгожданные выходные. И, конечно, разнообразить свой досуг можно и нужно походом в кино. А почему нужно? Да все потому, что уже с этого дня нас ждет разножанровые кинопремьеры. О них подробнее в нашей рубрике.
лохматая любимица всего мира? Привет, Лесси! Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Приключенческий семейный фильм «Лесси. Лохматый детектив». Рада за тебя. Обычно она клевая. Лесси станет детективом. Наступают долгожданные каникулы, но Фло не хочет расставаться со своей любимой собакой. Вместе они отправляются на ферму его тети, которая живет со своими детьми Клео и Анри и Джек Рассел терьером Пиппой. Когда Фло, Клео и Анри узнают о похищении собак в деревне, они начинают переживать за своих домашних любимцев. И не зря. Вскоре Пиппа пропадает. Вместе с Лесси трое друзей отправляются ловить воров и спасать Пиппу. Лесси. Лохматый детектив. В кино с 19 октября. Хоррор «Тюрьма живых мертвецов» повествует о бывшем спецназовце Эмони, который, проведя несколько лет в тюрьме, готовится к выходу на свободу. Вместе с другом Тимоем они строят планы на новую жизнь, однако их перечеркивает опасный вирус, превращающий людей в кровожадных зомби. Эмон и Тимой сбегают из тюрьмы и, преследуемые толпами нежити, мчатся по опасному городу, где каждый дом – убежище для оставшихся в живых, а каждая квартира – неприступная крепость. Фильм ужасов, в котором молодой режиссер Джоди Гузман совершил ход конем, пригласив на главную роль бывшего бойца ММА, изобилует чрезвычайно убедительными трюками и боевыми сценами. Убойный экшен, злобные зомби и звезда единоборств. Все слагаемые дают в сумме шикарный и крепко сбитый потенциальный хит. Тюрьма живых мертвецов. Завтра мы отправляемся в джунгли. Готовы к приключениям? Да, конечно! Также в кинотеатре «Центральный» ожидается «Охота на хищников». Таиландский фильм «Мегазавр» расскажет о группе студентов, которые отправляются на отдаленный остров для изучения загадочного и редкого растения. А вместо этого находят огромного и кровожадного крокодила. Мегазавр. В кино с 19 октября. Скажите, вам знакомо то чувство, когда вы делаете то, ради чего родились? То дело, которое поддерживает вашу гармонию со всей Вселенной. Бывший оперативник спецназа променял полную экшена жизнь на серые будни в офисе. С неохотой он все-таки соглашается на простую, но высокооплачиваемую подработку — сопровождать журналистку в командировке, пока та берет интервью у обаятельного диктатора. Однако на месте они внезапно попадают в эпицентр полномасштабного переворота. Теперь, чтобы спасти всех, телохранителю на фрилансе пригодятся все его боевые навыки. Что? Не, все нормуль. Ты все еще хочешь рассказать про переворот? Если честно, это все меньше и меньше. Где находится Венегас? Здесь Венегас. Скажи мне, что ты это сняла. Валим! Я Матвей. Вот, тебе уже сердечки шлют. «Страсти по Матвею» — смешная и трогательная история любви, которая соединила на первый взгляд несовместимых людей. Прилежного алтарника Матвея и дерзкую художницу Агату. Их отношения проходят путь от случайной встречи до нежной влюбленности на фоне залитой солнцем летней Москвы. Есть долг, семья и традиции. Ради тебя не отпускать ни днем, ни ночью. Все невозможное возможно, знаю точно. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Да, батюшка. Чего? Что-то случилось, отец Иоанн. Ты велик где-то? Это смешно. Тогда выезжаю. Спеши, Матвей, иначе отлучу. Очень спешу. Случилось что? Крестить надо. Срочно. Вот таким было утро четверга, ну а завершить наш эфир мы хотим доброй новостью. Так, песня «Катюша» помогла спастись заблудившимся в подмосковном лесу женщинам. Осенний грибной сезон в Подмосковье продолжается с соблюдением традиций. Все так же нередкие случаи, когда любители тихой охоты отправляются в лес на поиски грибов, а потом спасатели на поиски грибников. На номер 112 поступил звонок. Женщина сообщила, что она и ее спутница не могут самостоятельно найти дорогу домой.
Спасатели оперативно, конечно же, отправились в район поиска. Связавшись по телефону с любителями тихой охоты, работники дежурной смены объяснили, как можно с помощью смартфона отправить данные о своем местонахождении. Получив сведения о их геолокации, спасатели отправились в сторону потеряшек, работая на их отклик. Отклик от женщин получился очень даже творческим. Чтобы спасателям было проще их найти, а также просто, чтобы снять стресс, они стали громко петь любимую многим поколениям «Катюшу». Результат не заставил себя ждать. Хороший голос. Хороший голос, да, песню поют. Мы на песню идем. А дальше? Расцветали яблони, груши. Туманы над рекой. Выходила на берег Катюша. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо поете, я хочу сказать. Мы старались. Мы поняли. А мы на песню и вышли. Ну, что сделать, все хорошо. Как вот получилось? Ну, что, вы уже помолвки маленький. Чувствую, Уже замолчать не надо. Не надо. Как здорово, что даже в самых стрессовых ситуациях позитивное мышление и позитивный настрой приводит к таким замечательным результатам. Ну а наш эфир на этом заканчивается. Мы желаем всем вам доброго, прекрасного утра, замечательного настроения и хорошего рабочего дня. Увидимся завтра на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Доброго всем утра!